Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, дорогие гости. Сегодня в пресс-центре Международного информационного агентства «Спутник» мы поговорим о недавно прошедшей гуманитарной миссии Абхазии по помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции, которая прошла с 14 апреля. Сегодня у нас в гостях участники этой гуманитарной акции. Прошла гуманитарная акция в турецком городе Кахраман-Мараш. Насколько нам известно, объемный груз гуманитарной помощи был доставлен из Абхазии в Турцию и передан управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий. Лев Константинович, если можно рассказать о том, чья это была инициатива и в целом, что в себя включала эта акция. Добрый день, уважаемые коллеги. 6.02.2023 года, как вы уже знаете, в 4:17 произошло землетрясение 7,7 баллов. Конечно, оно охватило около 10 городов и районов, и ситуация была очень сложной, и, конечно же, руководство страны не могло не отреагировать на то, что произошло в Турции, учитывая, что наши соотечественники, которые проживают на территории Турции, тоже, безусловно, коснулась эта трагедия. Поэтому было принято решение создать комиссию и организовать гуманитарную помощь Турции. Ну, конечно, это было не так просто. Почему она на самом деле немножко затянулась? Были разные варианты. Мы предлагали организовать группировку, выехать туда, и чтобы наши спасатели проработали там и по линии там, поисков, разбор завалов и так далее, и так далее. Но учитывая ту ситуацию, что Абхазия непризнанная страна для Турции, появились, конечно, сложности. Но, тем не менее, было объявлено населению, что оказание гуманитарной помощи, что надо отметить, что практически все жители Абхазии подключились к этому, восприняли это очень больно и начали собирать гуманитарный груз и складировать у нас на складах МЧС. Но это все осложнялось, поставка тем, что надо было организовывать транспорт и так далее. И потом не все товары, продукты, которые мы собрали здесь, население, не принимала турецкая сторона. Ну и государство отдельно выделило средства, ребята еще об этом скажут, депутаты. И ну, наконец-то было принято решение уже кораблем отправить этот гуманитарный груз. Ну, немножко с задержкой, но у нас это получилось. В основном в Турции было бы сложно работать, если, тем более, когда не знаешь языки. И, к счастью или к сожалению, к счастью, что это единственная такая гуманитарная акция за пределы, скажем так, таких стран. Но мы работали в основном с гуманитарной миссией то на территории Российской Федерации и на Донбассе. Не было определенного опыта, тут много нюансов, но тем не менее вот слаженная команда. В основном я хочу подчеркнуть Барцицелха Сваликовича и Инара Альбертовича, и, безусловно, Лакоба Аслана. Дело в том, что, не зная языка, не имея определенного опыта работы за пределы республики, особенно Турецкую республику, очень сложно. Там основную роль играет это, безусловно, язык. И представительство в Турции, я хочу отметить, безусловно, Ибрагима Авицба. Он вложил очень много сил и энергии для того, чтобы этот процесс ускорить. Вот. И там были определенные сложности, конечно, это и связано с погодными условиями,
связано с приемом, не столько с приемом, но пока корабль дошел и он начал, в первую очередь пришлось разгрузить определенный груз, который доставлялось в Турцию. Это вот уже по части коммерции. Надо было сперва это выгрузить, а потом гуманитарный груз наш. И гуманитарный груз это 8 контейнеров, около 200 тонн. Конечно, наши соотечественники везде поддерживали, помогали. И, за определенный период времени мы благополучно все отгрузили и побывали во многих районах Турции, были перелеты, встречались с нашими земляками, видели, в каких условиях они живут, они собирались в разных селах, где мы приезжали. Они, честно говоря, они хотели показать все, а времени столько у нас и не было. Но, конечно, мы воочию увидели, как они живут, в каких условиях. И, конечно, очень больно, что такая трагедия произошла, и мы были даже в семьях, в которых потеряли близких, родственников. Мы непосредственно посетили их и посочувствовали от имени руководства и от имени граждан Республики Абхазии. Вкратце сейчас ребята более подробно расскажут, и поэтому... Спасибо, Лев Константинович. Мы вернемся к теме встреч, которые прошли в рамках гуманитарной акции, продолжение темы гуманитарного груза. Да, и, насколько нам известно, стоимость этой помощи это достаточно объемные финансы для скромных возможностей Абхазии. Могли бы подробно озвучить, может быть, Алхаз Валерьевич или Ильнар Альбертович, да, какие объемы помощи были оказаны и как эти средства вообще, кем и как выделялись, собирались для оказания гуманитарной помощи? Спасибо за предоставленную возможность. Хотелось бы проинформировать нашу общественность о том, что решение, которое принималось об оказании Республикой Абхазия гуманитарной помощи Турции, и учитывая наше представительство там, учитывая нашу диаспору, учитывая наших братьев, которые были подвержены в свое время по истории, мы это все прекрасно помним и знаем, хажирству, репатриантов, тех, кто сегодня проживает на территории Турции, но при этом мы все воочию там убедились, что они все так же, как и мы сегодня здесь, говорят на своем языке, сильно переживают за все происходящие процессы в Абхазии. Есть определенные сложности, которые там на встречах тоже были озвучены, мы к ним тоже сейчас подойдем. Что касается именно самой процедуры, как проходил процесс изначально, стоит отметить тот факт, что, конечно же, было поручение от руководства Республики Абхазия в лице Аслана Георгиевича Абжания, в лице премьер-министра Александра Золотинсковича Анкваб. У нас, в парламенте состоялась встреча, где были приглашены определенные руководители ведомств в лице Льва Константиновича, в лице Министерства обороны. Совещание проходило в течение 2 дней. Это депутаты полностью подключились к этому процессу. Почему? Потому что нужно было определить, саму сумму, которая будет выделяться на приобретение гуманитарной помощи и оказание гуманитарной помощи как Турции, так и Сирийской Арабской Республике. И там в парламенте было принято решение изыскать в бюджете республики, средства в размере $100 000 на то, чтобы оказать помощь Турецкой Республике, и также $200 000, чтобы оказать Сирийской Арабской Республике помощь. Эти средства были изысканы из фонда репатриации, так как годовой бюджет фонда он предусматривает определенные направления, и необходимая сумма она была бы компетентнее воспользоваться именно этим направлением, что и было сделано. Вадим Николаевич создал все определенные условия для того, чтобы мы могли из фонда репатриации определенные эти суммы
приобрести, вытащить, так скажем, и направить их на приобретение гуманитарного груза. Как уже Лев Константинович озвучил, помимо самого государственного вклада в этот процесс, на базе МЧС были созданы условия для того, чтобы население Республики Абхазия могли также оказать посильную помощь. И там вплоть до того, что дети приносили теплые вещи, продукты питания, все, что связано с домашним бытом, так скажем, да. И то есть наше население к этому так трогательно, так адекватно отнеслось, что это все мы на словах тоже передали нашим соотечественникам, находящимся в Турции, что не только республика в лице руководства нашего приняла это решение, а что народ также соболезнует всему тому, что произошло, связано с землетрясением. Эти средства были определены, то есть потом был отправлен, Минаром ГИЦП был отправлен запрос на имя Ибрагима Авицбе, это представитель республики в Турции. Вот, он, ну, с ним надо было изначально, конечно, согласовать, так как они там больше информацией владеют, чем именно, в каком виде именно они хотели бы, чтобы эта помощь, чтобы была им оказана, я не знаю, в денежном эквиваленте это будет в суммах, либо это какое-то определенное наименование каких-то товаров. Ну, они нам, соответственно, прислали соответствующий документ, в котором было отображено, что есть такая резкая необходимость в том, чтобы это было все определено, помощь сама заключалась в продуктах, так скажем, питания. Исходя из того, что это как бы, да, сегодня случай такой нас объединил, так скажу, да, ну, печальный, грустный, связанный с жизнями, с людьми, с несчастным случаем, но несмотря на это, все равно эти моменты нас тоже всех объединяют. Почему? Потому что, когда услышали, наша диаспора, находящаяся в Турции, когда услышали о том, что приехала делегация из Абхазии с такой-то, такой-то миссией, вы не представляете, какой там был просто ажиотаж. Они со всех регионов, со всех дернеки, так называются у них, это культурные центры, то есть нас начали повсюду приглашать, начали приезжать к нам на встречи, если они понимали, что мы идем в одном направлении, а там Турция, она не маленькая, да, и около 11-12 тысяч километров нам приходилось на транспорте переезжать с одного региона в другой и несколько перелетов в сутки делать. То есть нас на всех уровнях пытались встречать, и по 200, и по 300 человек наших соотечественников приходили на встречи со слезами на глазах и обнимали нас и благодарили за то, что сегодня Абхазия не остается в такой трудный момент в стороне. Но это не может не трогать, это не может не заставить не задуматься о том, сколько еще всего нужно сделать для того, чтобы мы себя могли правильно выстраивать в этих отношениях, понимая, что сегодня диаспора, будучи сильной там, в Турции, мы сильнее здесь тоже от этого становимся. Будем мы здесь у себя в республике сильны, им это тоже будет большую подмогу. То есть все это, конечно же, взаимосвязано, учитывая тем более все исторические факты, которые у нас есть. Мы не могли остаться в стороне и должны были максимально охватить весь вот спектр этого вопроса. В любом случае, конечно, были трудности. Здесь ни для кого не секрет. Грузинская сторона нас сразу отреагировала. Автомобиль, на котором мы там передвигались, да, это автомобиль нашего представительства, он полностью с обеих сторон флагом нашим украшен. И когда увидели, что эта машина заезжает в порт, ездит на какие-то встречи, в культурные центры и тому подобное, то есть они начали писать во всевозможные инстанции о том, что Абхазия непризнанная республика, как вы можете от них принимать любой груз, ну, на что турецкая сторона адекватно отреагировала и сказала, что у Республики Абхазия здесь большое представительство, диаспора до 1 миллиона человек, и они помогают своим соотечественникам в первую очередь. И, конечно же, мы не можем от руки помощи отворачиваться просто потому, что кто-то хочет сказать, что есть какие-то политические моменты и тонкости, на которые мы сейчас не будем обращать внимание, мы этот груз с удовольствием примем. Ну и были в этом плане тоже сложности. Спасибо, Хасан Валерьевич. Продолжая озвученную вами мысль, Ленар Альбертович, вот, в отсутствии дипломатических отношений, да, была такая вот масштабная акция проведена. На ваш взгляд, это как-то мешало проведению гуманитарной акции, и в будущем как могут эти гуманитарные связи развиваться? Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, конечно, отсутствие дипломатических официальных отношений создает определенные неудобства реализации различного рода инициатив, в том числе и гуманитарным. Мы сегодня прекрасно знаем, что вот здесь вот коллеги говорили, наши восточные соседи создают максимальные сложности для того, чтобы ограничить Абхазию от международного общения, в том числе и гуманитарного. Да, это является, кстати, частью Женевского процесса, где мы поднимаем эти вопросы.
Тут столкнулись с ситуацией, когда не могли остаться равнодушными, да, в отношении той трагедии, которая в Турции произошла. Не буду повторять этих сложностях, которые там возникали. Это впервые Абхазия участвовала в такой, вот как Лев Константинович сказал, акции за пределами, экстерриториально, так скажем, да, там в Турции. Возникали определенные неудобства, но это тоже, с другой стороны, определенный опыт, который необходимо было пройти для того, чтобы в дальнейшем уже понимать. Надеюсь, конечно, не столкнемся больше с такой ситуацией, но тем не менее, это вот тот опыт, который был, наверное, необходим для того, чтобы знать и понимать, как выстраивать более эффективно развитие, в том числе и гуманитарных отношений. Да? Отсутствие дипломатического признания установленных официальных отношений вынуждало нас рассматривать различные возможности контактирования, координации с турецкой стороной. Да? И наверное, это тоже повлияло на то, что процесс несколько затянулся, объективные сложности приходилось преодолевать, но тем не менее в итоге все получилось действительно на высшем уровне, и груз был доставлен по назначению. Абхазо-Абазинский конгресс подключился, Муса Хабарович Игзеков лично принял решение оказать содействие турецкой стороне и, соответственно, конечно, сирийской и арабской стороне. Немножко забегая вперед, скажу, что вот буквально на днях тоже состоится встреча Мусы Хабаровича Игзекова в Москве с послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации, где там будет оказана в том числе и помощь, которая будет передана через посла сирийскому руководству. У нас, помимо того, что мы лично контролировали весь сам процесс, да, и представители, сегодня находящиеся там на территории Турции, Республики Абхазия, да, представители, они ни на секунду не оставляли без внимания саму процедуру, касаемо именно технической части этой стороны. Нам удалось за этот период посетить 3 семьи. Это наши соотечественники, к сожалению, в чьих семьях был трагический исход, и их чья-то жена, чья-то сестра, то есть они под завалами погибли. Мы, конечно же, могли больше, может быть, этому внимания уделить, но так как уже сроки были сжаты, мы посильно получилось спасти 3 семьи. Мы заехали туда, мы с ними увиделись, переговорили, выразили от руководства, от всего народа Республики Абхазия соболезнования. Люди, я просто это словами очень тяжело сейчас об этом говорить, но мы также выразили готовность в случае необходимости этим семьям отдельно также оказать определенное содействие, если оно будет необходимым, то есть чтобы они, не стесняясь, могли сказать, может быть, есть целесообразность, исходя из того, что многие из них потеряли дома. Мы выезжали непосредственно в эпицентр, значит, это Кахраман-Мараш, так называется провинция, это где был эпицентр толчков, то есть там просто камня на камне реально не осталось, и очень удручающая, ужасная картина. Села, в которых проживают наши соотечественники, сами по себе дома, конструкции, они тоже, значит, не новые сооружения были, они тоже, те, кто остались, да, из тех сооружений, которые стали, они уже не пригодны для жилья, то есть там сегодня для жизни опасно находиться, то есть мы предложили так и этим семьям, у которых мы были, и так в общем везде так говорили, что есть возможность оказать содействие, если будет желание у тех людей, кому это предлагаем, приехать на территорию Республики Абхазия и оказать им здесь содействие. То есть у нас есть люди, кто приходили до этого в парламент и говорили, если там дети остались сиротами, мы их с большим удовольствием возьмем на воспитание и как своих детей также будем воспитывать. Многие сельчане пришли и сказали, что в селах у нас и так проблемы, мы знаем какого характера, мы хотели бы рядом видеть наших братьев, соотечественников, если есть желающие, мы можем определенные территории выделить всем селом, там как это вот по-простому говоря, один говорит, я могу курицу, один говорит, я могу козу принести, другой говорит, я корову дам, то есть хайцхараот, все вместе другу поможем и создадим вам такие условия. Мы это везде на каждой встрече озвучивали. Но видно по глазам, что люди хотят, наверное, да, учитывая эту сложную сложившуюся ситуацию, там хотели бы, наверное, сюда сегодня переехать, где-то не говорят о том, что это массовый поток будет, пусть даже будет 10-20 семей, говоря. Но так как наши традиции гласят, да, они говорят, у нас здесь наши корни, наши предки здесь лежат, как мы это все можем оставить, то есть
Да, такие моменты тоже были. Мы были в семьях, где оказали тоже вот такое внимание. Лев Константинович, передача гуманитарного груза состоялась в официальной структуре, которая занимается ликвидацией последствий землетрясения и в целом чрезвычайной ситуации, насколько я понимаю. Вот, несмотря на то, что нет политических контактов между нашими странами, вот по линии взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях, насколько вот это общение с Турцией вот по этой линии, чисто гуманитарное, не политическое, возможно и актуально, с учетом того, что нас разделяет море, и, может быть, и в море могут какие-то бедствия происходить, где мы, как соседи, можем в чем-то быть полезны. На самом деле были определенные переживания, какая будет реакция, потому что, вот как мы уже говорили, это первый такой опыт, к сожалению, плачевно, то, что там произошло, все. Но есть такое понимание, помощь, она даже не дружественным странам, это обязанность спасательной службы. И тем более, когда находится там наша диаспора, и, конечно, когда состоялась встреча, и мы видели, насколько искренне они принимали нашу помощь, и они были благодарны все до единого, никаких там сложностей, проблем, потому что официальной встречи таковой не должно быть, потому что мы не признанные, но тем не менее нас встретили очень тепло, показали, чем они занимаются, как структура создана, какие у них функциональные обязанности. Для меня было очень интересно, как у них там слаженность работы, кто чем занимается, как оснащены и так далее. Это уже как бы для себя, для внутренней службы. Но я вам хочу сказать, вот ребята не дадут соврать, настолько было это тепло, настолько все подошли, рассказывали, как они оказывают в таких случаях помощь и так далее. Безусловно, они были очень благодарны. И эти контакты, я очень надеюсь, что они будут продолжаться. Страны, которые, по сути, находились в некотором таком противоречии друг с другом. Да? Там Армения оказала незамедлительно посильную помощь. Греция, с которой у Турции тоже не самые лучшие отношения, приняла участие. Там и спасатели приехали, принимали участие в разборе завалов. Да? Израиль определенным образом отреагировал. Сирия, само собой, потому что это беда и для Сирии, и для Турции оказалась общей. Да? То есть вокруг вот этой трагедии и беды объединились страны, которые, в принципе, находились в таком противостоянии друг с другом политически. А мы географически так сложилось, исторически, что у нас глубокие связи, мы соседи через Черное море, да? Ну, наша помощь тоже не осталась незамечена, вот это я хотел бы сказать. Да, может быть, масштаб немножко не соизмерим, но для нас, по мере наших возможностей, это не маленькая помощь, и объем, который был туда направлен, действительно, он значительный. Мы когда уже в июне, даже называется город, куда мы прибыли, и это порт, то есть где будет причаливать наш корабль с грузом, то есть и пока мы ждали корабль, там были технические таможенные вопросы, заминка небольшая, чтобы не терять это время, мы решили в ближайших тоже районах повстречаться с теми людьми, кто сегодня есть, так скажем, представители нашей национальности. Мы прибыли, значит, в город, где была газетная редакция, и просто, да, по сути, случайно так получилось, что мы зашли, познакомились, а оказывается, он тоже Ахтёб, наш соотечественник, абхазец. Он когда узнал о том, что с какой миссией мы приехали, все, он резко пригласил, значит, своих коллег, всех нас познакомил, попросил сделать фото, и уже на следующий день в этой редакции он предложил, что я, говорит, могу сделать хорошую информацию, подам в своей газете о том, что Абхазия, республика, народ предоставили. То есть вот таких вот спонтанных вещей тоже было немало, и куда бы мы ни приходили, везде были родные люди, которые с большим теплом нас встретили и хотели бы также оказать содействие. То есть это прекрасно, и надеемся, что в следующий раз это все будет проходить
по хорошим обстоятельствам. Исходя из наших встреч, также хочу подчеркнуть, что уже после того, как наша миссия подходила к концу, мы во многих местах, во многих деревнях мы побывали, общались с людьми, и представительство об этом нам уже не раз говорило, и мы сами воочию убедились в том, что есть ряд вопросов, которые, к сожалению, за послевоенные наши 30 лет всегда темпераментно обсуждались, и до логического разумения вот так и не дошли. В первую очередь, это, конечно же, все, что касается, мы помним программу, которую наметил Владислав Григорьевич в то время, по тому, чтобы приложить усилия для возврата сюда наших соотечественников. Знаем, что были определенные результаты, но не в том объеме, в котором ожидалось. Там есть, опять-таки, свои внутренние, так скажем, да, нюансы, которые не позволяли довести эту программу до конца. Но большинство наших соотечественников говорит о том, что мы хотим приезжать в Абхазию, мы хотим общаться с нашими братьями, мы хотим принимать участие в процессах жизнедеятельности нашей страны, республики, нашего народа, но для этого есть определенные сложности. В первую очередь на сегодняшний день эта сложность выражается просто даже в прибытии сюда, на территорию Республики Абхазия, имея там турецкий паспорт, образно говоря, там есть своя определенная процедура. Если это делать через, значит, российскую сторону, то только путь на одного человека получается около 2-2,5 тысяч долларов обходится для того, чтобы приехать и убыть отсюда с территории Республики Абхазия. Это создает колоссальные трудности. Потом, касаемо, значит, нам также было озвучено, что старшее поколение, мы говорим на родном абхазском языке, а вот наши дети уже говорят, да, вот, ну, исходя из того, что есть определенные сложности, они уже менее знают наш родной язык, либо вообще его не знают. И в этом направлении тоже они, как бы, есть такое пожелание оказать некое содействие, может быть, теоретически, да, такая программа уже намечена, она есть, работает. Мы знаем, что в одном из учебных заведений там открыли специально факультет, где преподают абхазский язык, да, но они просят, чтобы мы могли подумать над тем, как отсюда направить определенное количество учителей, образно говоря, там 5-6 человек в определенные районы, чтобы они там месяц, 2-3 могли, а желающих на самом деле немало, кто хотел бы прийти и поучить наш, ну, свой родной язык. То есть вот эти все пожелания мы взяли на заметку, по прибытию сюда мы с руководством это все обсудили. В 17-18 числах, значит, мая будет рабочая делегация, значит, оттуда, представитель Ибрагим Авизов будет здесь находиться. После этого мы планируем на памятный день, 21 мая, значит, день, посвященный памяти махаджиров. Мы надеемся, что у нас получится отсюда тоже, опять-таки, прибыть на территорию Республики Турция. Что касается именно разрушений, вот мы, как говорим, да, вот эпицентр это Кахраман-Мараш, и провинции там Хатай, Адана, Османия, Диярбакыр, Шанлы, Урфа, Малатья, Илазык, это около 10, значит, отдельных провинций, которые пострадали. И надо отдать должное всем соответствующим ведомствам Турции. Почему? Потому что за столь короткий срок они максимально ликвидировали эти последствия. То есть развала уже фактически нет. Вот приходишь уже, ну, видно, что там стояла конструкция, большое сооружение здания, но там уже голая земля. Они отработали эту сторону, значит, провели колоссальный труд. Но вот и учитывая, что много домов, которые дали трещины, и они уже непригодны для того, чтобы в них жили, мы воочию сами в нашей поездке, мы ехали около 11-12 тысяч километров, мы своими глазами это видели, заезжали. Значит, они живут в палатках. Это вот именно их организация АФАТ, которая предоставляется, и в контейнерах. Вот контейнеры, они уже с окнами, с дверями, как пригодные. Там на семью, как бы говорится, один контейнер, на семью одна палатка. И прям вот есть открытые такие площади, где, я не знаю, в одном месте до 200-300 таких контейнеров либо палаток стоит. Они сегодня все находятся вот в таких условиях. Но я думаю, что учитывая поручение президента республики Эрдогана, значит, у них ведется очень серьезная работа в том направлении, чтобы компенсировать населению именно ущерб, который они получили, имеется в виду именно жилья касаемо. Там ведется колоссальная работа, они проверяют, если у семьи пострадавшей по заявлению, значит, нету другого какого-то жилья, недвижимости, то есть за ними не числится, то там уже в денежной сумме выделяются средства на то, чтобы они себе могли это позволить приобрести и жилье, квартиру там, и тому подобное. То есть эта программа у них работает.
В любом случае, я думаю, что этот вопрос тоже будет решаться, но понятно, что с такими последствиями даже за год, наверное, не получится все это реанимировать и поставить, но нужно будет колоссальных затрат и времени на это все. А что касается, значит, Сирийской республики, Арабской республики, так же, как и по направлению с Турцией, были разные варианты, так обсуждались, вот как вы говорите, там, панельные дома, может быть, какие-то генераторы, может быть, какие-то определенные специфические вещи, которые не приобретаются на территории республики, понятно, на территории Российской Федерации даже, может быть, не найти. И было принято решение, значит, провести анализ и уточнить, узнать, как вы сейчас подчеркнули, да, в плане сирийского направления, значит, там есть соседствующие страны, там Иран, и, то есть по низким, дешевым ценам можно приобрести даже тот панельный дом, либо контейнер, в котором можно жить. Если он, образно говоря, генератор один стоит $500-600, там его можно было бы приобрести за $200, то есть колоссальная разница. Поэтому было мнение изначально, может быть, сделать необходимый список всего того, что нужно приобрести, отправить, значит, туда перенаправить сумму в размере 200 тысяч, которая была выделена на Сирийскую Арабскую Республику, и уже там произвести закуп. Но потом уже руководство на своем уровне, когда, значит, кабинет министров, правительство наше вышли на связь с правительством, непосредственно администрации президента, им там четко дали понять, что нам, если вы хотите оказать помощь, нам было бы правильнее, чтобы вы нам в денежной сумме, вы нам могли перенаправить эти средства, значит, есть определенные там дипломатические каналы и тому подобное, это процедура как делается. То есть мы уже здесь дальше сами распределили бы, куда и на что эти деньги потратить. Вот такое решение было принято, и, насколько я знаю, уже сегодня этот процесс произошел. Ильнар Альбертович, у вас есть информация по поводу... Ну, наш посол находится в Сирийской Арабской Республике, он вернулся туда. Да, действительно, вот, пару предложений добавлю. Было принято решение, Кристина Константиновна Узган непосредственно связывалась с премьер-министром Сирийской Арабской Республики, где этот вопрос они на своем уровне урегулировали и как бы согласовали форму передачи этой помощи. Да. Ну, все на официальном Алхас уровне. Валерьевич, Да. да, сказал, что как бы, для них удобнее получить как бы в денежном выражении, и там они уже сами знают, какие у них есть нужды, где и каким образом эти нужды перекрывать. Вот. Уважаемые коллеги, наша пресс-конференция подошла к концу. Мы с вами прощаемся. До новых встреч.